Ингушетию посетил российский предприниматель, основатель промышленно-финансовой группы «Сафмар» Микаил Гуцериев. Вместе с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым он провел ряд встреч с представителями органов власти республики, на которых обсуждались вопросы социально-экономического развития Ингушетии. В частности, стороны обсудили строительство в регионе зданий Государственной филармонии и Русского музыкально-драматического театра, которое начнется уже в 2023 году. Это решение было принято и согласовано на прошедшей в январе встрече Махмуда Али Калиматова и Микаила Гуцериева с министром культуры России Ольгой Любимовой. В ходе встречи Микаил Гуцериев сказал, что в 2023 году им будет построен новый пятизвездочный отель в столице республики, городе Магасе. В 2024 году на территории Ингушетии планируется начать строительство новой республиканской клинической больницы, водозабора на реке Асса, а также здания краеведческого музея. В 2015 году президентом России Владимиром Путиным было заявлено о строительстве на территории Ингушетии 6 объектов культуры за счет федерального финансирования. Речь в том числе шла и о Государственной филармонии и Русском музыкально-драматическом театре. Реализация этих планов подразумевает, что к столетию государственности Ингушетии, которое будет отмечаться в 2024 году, некоторые из этих объектов будут уже функционировать. Строительство объектов культуры просто необходимо для республики. К примеру, Государственная филармония была создана еще в 1993 году, но у ее артистов до сих пор нет собственного здания. До недавнего времени они располагались в помещениях амфитеатра, которые сегодня находятся в аварийном критическом состоянии, а сейчас для них нашли другое помещение, которое также не отвечает всем требованиям. Строительство новых объектов позволит привлечь к развитию культуры больше молодежи региона, сказал глава республики. Русский музыкально-драматический театр также не имеет необходимых условий для деятельности творческого коллектива. Старое здание культурного учреждения в Назране вмещает не больше 400 зрителей. Для строительства нового объекта уже выделен земельный участок в Магасе. Во время нашего с вами визита в Министерство культуры России были достигнуты договоренности о строительстве Русского музыкально-драматического театра и Государственной филармонии в республике. Думаю, строительство этих двух объектов начнется уже в 2023 году. Я со своей стороны буду оказывать поддержку в реализации различных проектов в регионе, не только финансовую, но и организационную, пообещал Микаил Гуцериев. Также власти Ингушетии намерены направить в федеральный центр проекты по строительству в регионе новых зданий для республиканской клинической больницы, водозабора на реке Асса и краеведческого музея для включения их в различные программы финансирования в 2024 году. Недавно я посетил Ингушский государственный музей краеведения в Назране. Здание не только обветшало, но и в целом не подходит для размещения такого объекта по габаритам. Сотрудники пожаловались, что им приходится держать артефакты в подвалах, поскольку для их размещения в постоянных экспозициях просто нет места. Также жители республики приносят в музей ценные экспонаты. Их число могло бы стать больше, но из-за отсутствия необходимых условий хранения многие не рискуют передать музею предметы, которые для них имеют большую ценность, отметил глава республики. Также руководитель региона отметил важное строительство в Ингушетии здания многопрофильной республиканской больницы, по которой уже есть положительное заключение экспертизы и земельный участок под строительство. Нынешние корпуса республиканской больницы не вмещают необходимое количество пациентов. Предполагается, что в будущей больнице будут созданы новые для региона отделения с врачами узкой специализации. Созданный мной благотворительный фонд «Сафмар» имеет огромный опыт работы, реализации социальных инфраструктурных проектов в разных регионах. При этом мы не только обеспечиваем финансовую поддержку строительства и реновации объектов здравоохранения, образования, культуры, но и привлекаем необходимую экспертизу для того, чтобы эти объекты были выполнены на самом высоком уровне. Этот опыт, уверен, пригодится и в Ингушетии, рассказал Микаил Гуцериев. В целях реализации этих задач Махмудом Али Калиматовым и Микаилом Гуцериевым было принято решение о создании совместной рабочей группы с включением в нее членов регионального кабинета министров и депутатов Госдумы России от Ингушетии. Строительство IT-кластера в Ингушетии, создание новых производств сельскохозяйственной отрасли и реконструкцию башенных комплексов в горах республики также обсудили в ходе рабочей встречи Махмуда Али Калиматова и Микаила Гуцериева. Обсуждение началось с вопроса о привлечении в регион новых инвестиций и развитии в республике промышленности. Махмуд Али Калиматов сообщил, что в 2019 году в регионе функционировали всего несколько промышленных предприятий, а более 10 им простаивали из-за нерентабельности производства. В течение 3 последних лет в Ингушетии удалось привлечь инвесторов, в том числе и из других стран, которые не только открыли новые предприятия на территории республики, но и перезапустили старые. В свою очередь Микаил Гуцериев поделился своими планами привлечь крупнейшие российские корпорации к открытию новых
новых производственных площадок и обслуживающих предприятий на территории Ингушетии, что позволит увеличить приток инвестиций в регион и создать новые рабочие места для жителей республики. Также предпринимателями и правительством региона планируется создание инвестиционного бюджета развития Ингушетии, который будет формироваться за счет вложений пула коммерческих структур, заинтересованных в работе на территории региона. На сегодняшний день мы делаем все возможное для создания благоприятного инвестиционного климата, ввели и разрабатываем новые преференции для инвесторов, готовых развиваться на территории нашей республики. В данный момент у нас работают 12 промышленных предприятий, решающих задачи по производству качественной продукции, импортозамещению, увеличению налоговых поступлений в бюджет региона и созданию новых рабочих мест. Сейчас думаем о создании в регионе предприятия по переработке шерсти, сказал глава республики. По словам Махмуда Али Калиматова, за последние годы власти региона приложили особые усилия для развития животноводства, в том числе увеличения поголовья крупного и мелкорогатого скота. Сейчас в республике поголовье овец составляет более 300 тысяч. Это не только фермерские хозяйства и ГУПы, но также и сельские жители, которые содержат скот. Если создать серьезное производство, то люди получили бы возможность давать предприятию эту шерсть для переработки. Подобных производств нет даже в соседних регионах, сказал Махмуд Али Калиматов. Глава региона отметил, что переработанный продукт будет использоваться в республике для создания тканей и пошива одежды. Также в Ингушетии активно возрождается войлочное искусство. Кроме того, переработанную шерсть планируется реализовывать как внутри России, так и продавать в другие страны, в том числе в Азербайджан. Микаил Гуцериев отметил, что у него имеется опыт создания подобного производства, которое в перспективе может оказаться высокорентабельным. Он заявил о своей готовности консультировать специалистов Минсельхоза Ингушетии в этом вопросе. Далее участники встречи обсудили образование в регионе. По данным Министерства образования и науки республики, в нынешнем учебном году в первый класс пошли более 9 тысяч детей, и это число ежегодно увеличивается. Глава республики отметил, что Ингушетия занимает лидирующую позицию в стране по рождаемости. В регионе важно развивать не только промышленность и сельское хозяйство. Если в республике первоклассников в этом году было более 9 тысяч человек, то необходимо развивать IT-технологии компании, делать упор на современное образование и строительство инновационных школ. У компании группы «Сафмар» есть опыт строительства в Москве больших учебных учреждений, направленных на развитие у детей навыков, актуальных для сегодняшнего дня. Я бы предложил министру образования республики посетить одну из таких школ, чтобы перенять опыт, который может быть полезен для создания подобных объектов в Ингушетии, сказал Микаил Гуцериев. Махмуд Али Калиматов и Микаил Гуцериев обсудили также создание IT-парка в республике Ингушетия. Глава республики рассказал о планах оборудования площадки, на которой крупные и вновь созданные IT-компании смогут создавать инновационные программные и технологические продукты. IT-парка «Орион». Микаил Гуцериев, автор концепции, ключевой инвестор создания IT-кластера в республике Беларусь, предложил направить в Минск делегацию из Ингушетии для обмена опытом. Это совершенно другой уровень развития, сравнимый с опытом европейских технопарков. Предполагаю, что этот проект может стать примером для создания аналогичного кластера на территории Ингушетии, подчеркнул российский предприниматель. Важной темой встречи стало развитие туристической отрасли, в первую очередь рекреационной инфраструктуры Джейрахского района Ингушетии. Джейрахский район – это древняя часть Ингушетии, наша прародина, откуда вышли все ингушские фамилии. Там наши корни, поэтому бережное развитие этой земли очень важно для меня лично и для всех ингушей. Мы уже начали здесь реализацию долгосрочной программы, рассчитанной на 20 лет. В нее входит реставрация всех родовых башенных комплексов, всех коммуникаций. Кроме того, мы планируем строительство здесь отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом. В горах будет построен альпинистский комплекс, полностью реконструирован детский лагерь Эрзи, отреставрируем древний христианский храм Тхаба-Ирды и многое другое. Мы сегодня обсудили те инвестиционные проекты, которые мы обговаривали и раньше, предложения, которые вы сделали для развития ресторанно-туристического бизнеса. Продвигаемся вперед, но в то же время самое главное – социальные вопросы. И когда вы взяли на себя возможность сделать это, а это большие, не 100 миллионов рублей, детский лагерь Эрзи, я не знаю, как вот высказать вам слова благодарности, потому что для нас это очень важно. У нас другого лагеря нет.
части вот альпинистский лагерь, да, рассматриваете вопрос постройки там определенного комплекса. Ингушетия должна стать жемчужиной России в сфере туризма, поделился планами Микаил Гуцериев. Далее участники встречи подробно обсудили вопрос сохранения культурного наследия Ингушетии, а именно реконструкцию башенных комплексов, склепов и храмов в горах республики. На данный момент в регионе отобраны 10 башенных комплексов, сохранившихся более чем на 30%. Сегодня большинство ваших слов, ваших речей, ваших пожеланий касается древней Ингушетии, нашего Джайрахского района. Там и моя родина, и ваша, и всех наших ингушей, мы оттуда произошли, поэтому это очень для вас и для меня очень важно. Мы начали большую программу восстановления всех наших тейпово-башенных комплексов, коммуникации все. Конечно, это туристический комплекс, это, конечно, строительство отелей, строительство всех объектов, связанных с туристическим бизнесом, будем говорить правильно, да? Программа начата, программа идет вперед. Начинаем одновременно социальные все объекты, связанные с Джайрахским районом, позволят нам привести Ингушетию древнюю в соответствии с теми принципами, правилами, которые мы определили. Да? Но наши, будем говорить, археологи, определили наши ученые. Одновременно плюс к этому это сопровождение, это дороги, коммуникации, инфраструктура, связанная с туристическим бизнесом, это туристический кластер. Создать все условия для того, чтобы древняя Ингушетия, Джайрах, являлся одной из жемчужин туристического. Она есть, но мы ее оживим. Мы ее оживим, да, мы ее оживим, я с вами полностью согласен. Она есть, была. И возродим, да, историю, славу наших предков. Готов и благодарен вам, что вы увидели, что сегодня и руководство республики, и правительство настроено на улучшение жизни республики в целом и каждого человека. Масштабные восстановительные работы проведут на территории самого древнего христианского храма в России Тхаба-Ерды и замкового комплекса в Авнушке. На данный момент идет реконструкция 3 башенных комплексов Ни, Морч и Харпи. Открыть объекты после реставрации планируется в 2024 году к столетию государственности Ингушетии. В горах Ингушетии около 5000 башенных комплексов. Важно их реставрировать как на средства меценатов и тейпов, так и на бюджетные средства. Я считаю, что на восстановление всех объектов и развития горного района потребуется 20 лет. Пока я жив, я буду поддерживать этот проект и восстанавливать башни. Это наше наследие. Искренне верю, что это дело продолжится и после меня, но это уже будут другие люди, сказал Микаил Гуцериев. Для каждого ингуша очень важно наши башни. И вы взяли на себя ответственность, материальную ответственность, что вы будете приводить их в порядок. Вы как-то мне сказали, и ваши специалисты, что на 20 метров вы ушли вглубь, и там вы обнаружили еще 20 построений. Поэтому у нас есть, нам предки дали столько добра исторического, что мы можем только улучшать его и сохранять его. В то же время предприниматель отметил острый дефицит местных специалистов, которые могли бы принимать участие в реставрации таких сложных и важных объектов. Для решения этого вопроса Микаил Гуцериев предложил создать на базе одного из образовательных учреждений региона факультет, мастера которого будут обучать их ремеслу реставраторов.